Вот такая она, бандитская власть в Таджикистане. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, какие резонансные дела были связаны с политиками в Таджикистане. Подписывайтесь на наши обновления и будете в курсе всех последних и самых важных событий. В Сагдийской области арестовали заместителя председателя комитета по землеустройству Деваштичского района Тимура Мустафакулова. Об этом сообщили в пресс-службе Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Таджикистана. Известно, что в ведомство поступило обращение, согласно которому Мустафакулов потребовал и забрал у одного из жителей 3000 самани за выделение земельного участка. Не удовлетворившись полученной суммой, он потребовал у гражданина А за выделение земли для строительства еще 20 000 самани, отметили в агентстве по госфинконтролю. Затем чиновник получил еще 13 000, после чего настаивал на предоставлении оставшейся суммы. В ситуацию вмешались сотрудники правоохранительных органов. Мустафакулова задержали в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. Зампреда поймали с поличными во время передачи оставшейся части денег и изъяли в качестве доказательства. В агентстве подчеркнули, что в отношении чиновника возбудили уголовное дело и передали его в суд. А как вы думаете, виновный будет наказан? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Но отличились и обычные таджики, конечно же, с таким-то примером. Житель района Васе Хатлонской области задержан сотрудниками милиции по подозрению в совершении мошенничества. Как сообщили в пресс-центре Министерства внутренних дел Таджикистана, в ОМВД района Васе обратился 28-летний местный житель. Мужчина заявил, что в декабре 2021 года 28-летний житель Васе, войдя в доверие, взял у него в долг 272 000 самани, которые не возвращает. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 247 «Мошенничество» Уголовного кодекса Республики Таджикистан и ведется следствие, сообщил источник. А вы согласны с мнением, что наши чиновники подают населению пример? А с таким-то примером, когда их постоянно ловят на коррупции, неудивительно, что жители тоже идут на такие поступки. Как вы думаете? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Также житель города Душанбе задержан сотрудниками милиции по подозрению в мошенничестве. Мужчина продал государственное имущество как частное. Как сообщили в пресс-центре Министерства внутренних дел Таджикистана, в мошенничестве подозревается 49-летний житель столицы. Подозреваемый, несмотря на решение суда района Сино о конфискации дома на улице Панджрут, не имея права на отчуждение, в декабре 2020 года продал квартиру на 6-м этаже этого дома 35-летней женщине за $160 000. В отношении подозреваемого прокуратурой города Душанбе возбуждено уголовное дело по статье 247 «Мошенничество» Уголовного кодекса Республики Таджикистан. Также ведется следствие, сообщили в МВД. Как вы относитесь к такой криминальной обстановке в Таджикистане? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!